Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Камши-Кшара. Сегодня президент Абхазии и президент Российской Федерации обменялись поздравлениями в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. День Победы, 9 мая – это праздник, олицетворяющий торжество справедливости. Это день не только нашей всеобщей радости, но и день памяти воинов-освободителей, сложивших головы на фронтах Великой Отечественной войны. Бессмертен подвиг миллионов советских граждан, спасших мир от фашизма ценой колоссальных жертв и тяжелых испытаний. Героизм наших отцов и дедов вместе ковавших победу в Великой Отечественной войне является прочной основой дружбы народов Абхазии и России, отмечается в частности в поздравлении Аслана Бжания. Владимир Путин в своем поздравлении также выразил уверенность, что традиции дружбы и взаимовыручки, заложенные старшими поколениями в суровые военные годы, будут способствовать дальнейшему укреплению союзнических отношений между двумя странами, помогут совместно противостоять таким угрозам и вызовам, как пандемия коронавируса. Премьер-министр Александр Ангваб сегодня провел рабочую встречу с председателем пенсионного фонда Денисом Гулария. Гулария рассказал главе правительства о работе учреждения по организации выплат пенсий гражданам Абхазии, осуществлению контроля поступлений страховых взносов и надзора за исполнением страхователями их обязанностей. Руководитель фонда привел отчет о финансовых показателях за 4 месяца текущего года и отметил, что несмотря на незначительное перевыполнение в первом квартале из-за выпадения поступлений в апреле и с учетом увеличения с 1 января 2020 года суммы доплат по всем категориям получателей пенсий, ежемесячная финансовая потребность фонда 92 миллиона рублей, что значительно превышает суммы фактического поступления. Для выполнения пенсионного обязательства перед гражданами в республиканском бюджете предусмотрена сумма межбюджетного трансферта в размере 137 миллионов рублей в год. Согласно отчету Гулария, из этой суммы уже освоено 115 миллионов рублей. Александр Ангваб порекомендовал руководству фонда усилить процесс администрирования в районах и городах и лучше контролировать отчетность. Сегодня же Александр Ангваб встретился с заместителем начальника отдела по назначению, перерасчету и выплатам пенсий Управления Пенсионного фонда России по Адлерскому району Ильсо Гургуля. На встрече речь шла о текущей деятельности отделений ПФР России в Абхазии, о проблемах работы фонда в республике. Кроме того, были обсуждены некоторые вопросы технического характера, вопросы организации своевременного инкассирования банкоматов в районах республики в дни начисления пенсии, организации электронного документооборота с отделением ПФР в Сочи и другие. Сегодня исполняющий обязанности главы администрации города Сухум Беслан Эшба представил коллективу администрации своих заместителей Леона Кварча и Астамура Ашуба. Уважаемый коллектив, хочу довести до вашего сведения, что мною принято решение назначить заместителем руководителя администрации города Сухум в принципе известных людей в городе, сухумчан, которые так же, как и я, и как вы, я уверен в этом, любят свой город и будут и беспрекословно, и, разумеется, вкладывать душу во всю работу, которая им будет здесь, вестись. Представляю вам Астамура Нубзаревича Ашуба, и того, кого вы уже знаете, Кварча Леона Гурамовича. Как говорится, прошу любить и жаловать, и очень надеюсь, что у нас получится слаженная работа. Задач перед нами много, вы сами прекрасно понимаете. И еще раз повторюсь, что темп мы сбавлять не будем, только будем его наращивать. Беслан Федорович задает нам высокую планку. Я надеюсь, что слаженными общими усилиями мы совместно ее выдержим. На нас возложена большая ответственность, как со стороны горожан, так и со стороны нового главы администрации города. Поэтому постараемся слаженно вместе, как мы до этого и работали, поработать для того, чтобы не самим себе поставить оценку высокую, но чтобы нам горожане поставили высокую оценку. Я очень горд и счастлив, что случилось так, что у меня появилась возможность работать в этом прекрасном коллективе. Сухум – это наша любимая столица. Хочу выразить благодарность Беслану Федоровичу за приглашение поработать в администрации города Сухум и поблагодарить коллектив администрации. Успех города без такого коллектива, как у нас в городе, невозможен. Впереди у нас очень много задач, поэтому нам всем надо вооружиться терпением, быть стойкими, сильными. Сейчас, в данный момент, хочу пожелать вам успехов в дальнейшей деятельности, нам всем.
Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает, что за прошедшие сутки тестирования прошли 34 человека. У всех у них диагноз коронавирус не был подтвержден. На сегодняшний день в гостинице «Айтар» в городе Сухум на карантине находится 188 граждан, вернувшихся из-за рубежа. Работу по возвращению на родину военнослужащих Вооруженных сил Республики Абхазия, слушателей и курсантов высших военно-учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации осуществляет Министерство обороны Республики Абхазия. Осуществляется встреча и доставка прибывающих на специально оборудованном в санитарном отношении транспорте в сопровождении военной автоинспекции. Все мероприятия согласованы и осуществляются совместно с МИДом, Минздравом, а также с главным государственным санитарным врачом. Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства страны, на сегодняшний день прибыли и определены на карантин 188 курсантов высших военно-учебных заведений. К 75-летию Великой Победы в Государственном музее боевой славы имени Владислава Арзенба прошла онлайн-конференция под названием «Территория Победы. Сохраним память вместе». В мероприятии приняли участие 15 военно-исторических музеев из стран бывшего Советского Союза. Подробности в репортаже Гугуцы Вардания. На экране слайд фотографий ветеранов Великой Отечественной войны из Абхазии. На столе подготовлены доклады о бесстрашных подвигах героев, которые как могли приближали День Великой Победы. Осталось несколько секунд до выхода в онлайн-конференцию, посвященную юбилейной дате. Здравствуйте. Сохраним память вместе, так мы назвали эту конференцию. Мы встречаемся накануне главного праздника для нас, для всех, Дня Победы. В названии конференции главная цель нашей работы. По словам директора Государственного музея боевой славы Мзии Бея, для нее это был волнительный момент. Это первый опыт, для меня это немножко волнительно, но я очень рада, что я имею эту возможность участвовать в такой большой конференции. Нас несколько раз приглашали на конференции, но в силу каких-то экономических обстоятельств мы не могли принять участие. Чтобы вспомнить о бесстрашных подвигах ветеранов, рассказать о вкладе различных регионов в Великую Победу и зачитать доклады в онлайн-конференцию вышли представители 15 военно-исторических музеев стран бывшего Советского Союза. Уникальность нашей встречи в том, что ее участниками стали 15 музеев из разных стран и часовых поясов. От Хабаровска до Калининграда, от Мурманска до Баку. О подвигах своих земляков сегодня, я думаю, вы расскажете. Руководители уважаемых музеев России, Беларуси, Абхазии, Азербайджана. В рамках онлайн-беседы представители военно-исторических музеев также рассказали о запланированных мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне. Онлайн-конференция шла больше часа. Гугуца Вардания, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Ежегодно к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне с особой ответственностью готовятся военнослужащие. Министерство обороны Абхазии еще до принятия правительством мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции определило план мероприятий оборонного ведомства. Части и подразделения оборонного ведомства занимались подготовкой к торжественному прохождению на набережной Махаджиров у памятника неизвестному солдату. Планировались встречи военнослужащих с ветеранами, но в связи с введением ограничительных мер, часть из которых действует по сегодняшний день, массовые мероприятия отменены. Однако, как сообщил начальник пресс-службы Министерства обороны Роланд Джорджо, пусть и не так торжественно, ведомство все же отметит знаменательную дату. Осуществляется сбор и обработка материалов для увековечивания памяти ветеранов войны, выходцев из Абхазии. Продолжается совместно с Русским обществом Абхазии, Музеем боевой славы имени Владислава Григорьевича Арзенба, Агентством правительственной связи общенациональный проект «Книга памяти Абхазии». Ведется работа по проекту возвращения, ориентированном на поиск без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны, в котором активное участие принимают курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища. Также 9 мая состоится церемония возложения венков к памятнику неизвестному солдату. В частях и подразделениях пройдут торжественные построения личного состава вооруженных сил. Министр обороны поздравит ветеранов Великой Отечественной войны и военнослужащих вооруженных сил с 75-й годовщиной Великой Победы. Для нас эта дата – память о защитниках Родины, о наших старших, которые, проявив мужество и героизм на полях сражений, совершили великий подвиг.
Ветеран Великой Отечественной войны Филипп Иванович Артюх попал на линию фронта в 1942 году. Ему было всего 18 лет. И хотя родом он из Краснодарского края, после войны судьба занесла его в Абхазию, где он проживает по сей день. В преддверии празднования 75-летия Великой Победы наша съемочная группа побывала в гостях у героя. Репортаж Сарии Кварцхелия. Великая Отечественная война 1941-1945 годов занимает особое место в истории человечества и жизни советского народа. Героями тех событий стали наши дедушки и бабушки, отцы и матери. Они прошли то, что не под силу представить человеку, не увидевшему события тех лет собственными глазами. С той Великой Победы прошло 7 десятилетий. Однако история не забыла своих героев. Ветеран Великой Отечественной войны Филипп Иванович Артюх, проживавший в станице Изамаевская Краснодарского края, попал на линию фронта в 1942 году. Ему было всего 18 лет. Уже 5 августа 1942 года военная часть Филиппа Ивановича стала отходить в сторону Терека. Красноармейцы остановились в Орджоникидзе, нынешнем Владикавказе. Боевое подразделение, где служил Артюх, отправили через Крестовый перевал в Тбилиси, а затем в Кутаиси, где был сформирован 725-й стрелковый полк 351-й стрелковой дивизии. Молодой автоматчик и его боевые друзья пешком перешли Мамисонский перевал, откуда попали в Северную Осетию. Оружие выдали, одежду выдали, и все. И поехали сюда, опять на те места, где я был. А потом, на Тихорецку поехали. Врагу не пожелаешь и никому не пожелаешь. А молодежи, ребят, очень много погибло, очень много. Война – это самое страшное, что может случиться в судьбе человека и всей страны, говорит ветеран. Уже много лет минуло с тех пор, но по сей день он с дрожью в голосе вспоминает искаженные ужасом лица женщин, детей, стариков, душераздирающие стоны раненых, грохот орудий и свист пуль. Сам Филипп Артюх был ранен 7 декабря 1942 года в бою под Владикавказом. Его вместе с другими ранеными погрузили в товарные вагоны и повезли на Каспий, в город Избербаш. После отвезли в Тбилиси, где до весны Филипп Иванович находился в госпитале. В Тбилиси я был там почти полгода. Там приезжали ребята, молодежь с гармошками, с этими, чтобы поднять немножко это. Один играл на этой, как сказать, пилы, что пилють, ручные пили. Как он, мужчина, пел песни, и так мне запомнилось, как он хорошо делал. В мае из-за ранения Филиппа Ивановича направили не на фронт, а в Абхазию на сооружение Черноморской железной дороги. 60 лет он трудился в железнодорожном строительстве. Сегодня ветерану Великой Отечественной войны 96 лет. Проживает он со своей супругой в Сухуми. И именно здесь, ровно 75 лет назад, Филипп Иванович встретил долгожданную Великую Победу. Парень я молодой, а хожу я с бородой. Время придет, будем стричься, бриться, наряжаться, и все будет. Сария Кварцхелия, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. Абхазский государственный университет стал призером 5-й международной научной студенческой олимпиады по истории экономических учений. Такое решение было принято 29 апреля на заседании оргкомитета данной олимпиады, формат которой в этом году был изменен из-за пандемии коронавируса. В итоге лучшими были признаны команды, которые прошли по итогам отборочного этапа в заключительный тур. Ими стали Абхазский государственный университет, Белорусский государственный университет, Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко,
Московский государственный университет имени Ломоносова, Национальный исследовательский университет, Высшая школа экономики, Приднестровский государственный университет и Российский государственный аграрный университет. Всем командам-финалистам должны быть направлены дипломы призеров в срок не позднее 15 мая текущего года. Команда АГУ принимает участие в научно-экономической олимпиаде уже 5 лет и каждый раз занимает призовые места. А в номинации «Лучший капитан» студенты АГУ побеждали трижды. Целью этой олимпиады является популяризация историко-экономических знаний, формирование экономического мышления и навыков ведения экономической дискуссии у студентов. Организационный комитет Олимпиады представлен ведущими учеными и экономистами Российской Федерации. Абхазский государственный университет представляет завкафедры Абхазского госуниверситета Страничкин Александр Викторович. Темой Олимпиады был юбилей выхода в свет книги «Принципы экономической науки» Альфреда Маршалла. Была попытка организовать Олимпиаду онлайн, но поскольку система не налажена и не позволяет отследить самостоятельность ответов участников Олимпиады, да, которые находятся по другую сторону экрана, поэтому пришлось отказаться от проведения Олимпиады. Но в первом этапе Абхазский государственный университет принял участие, мы подали заявку и, собственно, на основании этой заявки стали призерами среди прочих вузов 5-й международной олимпиады по истории экономических учений. Ежегодно 18 мая музейные работники отмечают свой профессиональный праздник – Международный день музеев. В этот день во многих странах мира проводится акция «Ночь в музее». Практически всю ночь и до самого утра двери музеев открыты для посетителей. Цель акции – привлечение внимания людей к музеям, доказать, что посещение музея не только приятное времяпровождение, но и интересный познавательный процесс. Но в этом году формат проведения акции «Ночь в музее» изменен. Обо всем подробнее – репортажи Алики Трапш. Ночь в музее – международная культурно-образовательная акция, приурочена к Международному дню музеев, впервые прошла в Берлине в 1997 году. В ходе акции двери музеев и других учреждений культуры открываются для посетителей на всю ночь до самого утра. И экскурсии зачастую проводятся бесплатно. Главная цель культурной акции – показать возможности и потенциал современных музеев, привлечь самую широкую аудиторию к музейному наследию и сохранить историческую память. Абхазия присоединилась к движению в 2015 году по инициативе Государственного музея Абхазии. Она запомнилась очень большой интересной акцией. И каждый год участников этой акции музеев было все больше и больше. И на протяжении 5 лет акцию посетили 1000 человек. И каждый музей, каждый отдел готовил специальную программу к Ночи музея, которая была посвящена Международному дню музея. И такая вот культурная бессонница, она на самом деле была очень любимой акцией среди молодежи, среди гостей. В этом году в связи с карантином и введенными мерами ограничения стало невозможным провести акцию в привычном формате. Тогда Министерством культуры и руководителями музеев было принято решение запустить видеоакцию под названием «История одного экспоната». Каждый музей готовит какие-то материалы, связанные с каким-то особенным экспонатом, да, с его историей, с какими-то интересными фактами, которые с ним связаны. И мы постараемся таким образом ко дню музея уже, да, подготовить такую целую серию, целую рубрику таких вот видеозарисовок, видеорассказов, которые смогут увидеть наши зрители. Смогут увидеть они это прежде всего на абхазском телевидении, на нашем сайте, на ресурсах наших музеев. Для чего мы это делаем? Потому что мы сегодня понимаем, что такой событийный ряд, он достаточно ограниченный для нас. Но зато это дает нам возможность проводить такую более просветительскую, более такую познавательную часть этих проектов. И я думаю, что это будет интересно, и мы посмотрим, если наши зрители, друзья музея, для них эта акция будет популярна, мы обязательно эту рубрику продолжим. В акции «История одного экспоната», посвященной Международному дню музеев, будут задействованы Государственный музей Абхазии, Государственный мемориальный дом-музей имени Дмитрия Гулия и Музей боевой славы имени Владислава Арзенба. Алика Трапш, Инна Лагухава, Абхазское телевидение.
Пресс-служба муниципального унитарного предприятия «Водоканал» сообщает, что 8 мая с полуночи до 8 часов вечера часть Сухума останется без воды из-за ремонта водопровода. Подача питьевой воды будет прекращена на Старом поселке в районах Ильичкопа, Колоса, вокзала, рынка, центральной и Нагорной частей города и Виема. И в завершении выпуска, как всегда, о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра на территории Абхазии ожидается облачная погода, ночью туман, умеренный дождь, днем переходящий в сильный дождь с грозой. Местами возможен град. Температура воздуха ночью 9-14, днем 10-15 градусов, температура морской воды 15 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.